Добрый день, дорогие ребята, подписчики инстаграм-страницы библиотеки Белинского. Меня зовут Нергустана Юрьевна. Мы с вами продолжаем цикл уроков «Хочу все знать», и посвященных музею. Поговорим о характерных чертах и ярких представителях. Но в этот раз я хочу показать с новой стороны нашего постоянного гида по изобразительному искусству Якутии. Это наша собеседница Мария Павловна, сотрудник и методист Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Мария Павловна. Здравствуйте. Я рада приветствовать всех в прямом эфире. Меня зовут Мищенко Мария Павловна. Я методист по музейно-образовательной деятельности, сотрудник Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Я с радостью вам расскажу о живописи Якутии. Коллекцию живописи Якутии начинает произведение первых художников, заложивших основу изобразительного искусства. Кто это? Да? Это Попов, Носов, Романов, например, Попов. Да, вообще характерная черта вот этих всех художников, трех, которые я назвала, да, это интерес к истории родного края. То есть это отображение жизни Якутии. Вот что касается Попова, Иван Васильевич Попов, он создал значимые свои произведения, которые хранятся в нашем музее. Это «Шаман», это Якутск конца 17 столетия. И его вот работы, они наполнены именно отражением жизни Якутии того времени. Да? Давайте я вам покажу. Вот работа, например, Попова. Это теленок. Угу. И вот значимая работа, это, конечно же, шаман. Вот, видно, да, наверное? Вот, очень интересно. Она в технике гризаль сделана и отображает вот такой вот шаманский экстаз, да, то, что он бьет в бубен. Очень интересно, на самом деле, вживую, воочию увидеть это полотно. Мощная на самом деле. И еще следующий художник это Романов, например, его работа «Витязь с невестой». Давайте я вам покажу его. Вот. «Витязь с невестой», живопись. Угу. Впервые в якутской живописи было создано данное произведение. Оно отмечено многими чертами национальной самобытности, то есть тяготение к деталям, то есть он по крупинкам вот это вот все собирал, чтобы до зрителей донести, вот можно сказать, визитную карточку Якутии. Вот. И еще работы Михаила Михайловича Носова тоже хранятся, тоже первый художник Якутии. Он не только как художник, да, он тоже как этнограф, он изучал якутскую вот культуру, вообще культуру всего народа Саха, вот в целом, как, например, орнаменты, одежду. То есть благодаря ему вот это все сохранилось на самом деле. Он все это изучал. И вот давайте я вам покажу его работу. Ой, как красиво. Якутский танец, да? Видите, очень, очень декоративно на самом деле. И еще есть еще книга в нашем музее про Носова. Автор-составитель это Луценко Юлия Владимировна. И вот посмотрите, какая прекрасная работа. Да, это натюрморт Носова, то есть второе название это «Вещи фронту». Мы можем окунуться с помощью этой картины в то время, да, когда вот жили эти предметы. Тоже очень интересно. Значит, еще другие художники, давайте расскажу, да, это Крылов Евграф Михайлович, замечательный мастер пейзажа. Он обладал способностью видеть окружающий мир, да, природу образно, индивидуально. То есть как будто бы человек в единении с природой. Посмотрите, какая вроде бы и простота, и сложность написания картины, да, передачи эмоций, то есть когда человек наедине с природой, с воздухом, очень много воздуха в его работах. Это, да, действительно. Да, это невероятно.
Также есть Афанасий Петрович Собакин, художник. Его искусство отображает образ мыслей, поэтического видения. Например, полотно «Танец стерхов». Он однажды увидел танец стерхов и решил Мгм. запечатлеть этот танец на своем полотне. Удивительно, потому что считается, что кто увидел танцующих стерхов, они будут навсегда счастливы, да, и это хороший знак. Но еще хочу сказать, да, в нашем музее действует такая программа, ну, то есть приложение, да, просто на телефон можете скачивать, называется приложение «Арт-музей Якутии». И с помощью этого приложения, стоя перед этой, например, картиной, вы можете оживить ее. То есть стерхи могут затанцевать перед вами прям. Очень Даже интересно, на самом деле. как Приходите в наш интересно. музей. Обязательно. Да. И вот хотела бы сказать про 60-е годы. 60-е годы стали, ну, определяющими в изобразительном искусстве Якутии. Это, например, Осипов Афанасий Николаевич, всеми любимый художник, и он ведущий мастер, действительно. Он масштабно представляет современное искусство Республики Саха-Якутия. Да? Его произведения проникнуты духом времени. Давайте покажу вам его работу. Вот, «Золотые лучи», Осипов. Тоже очень интересно. Вообще его произведение, ну, как передача того, что каким была природа в то время, да, какой была республика наша, да, очень интересно окунуться в то время. И еще есть яркий представитель тоже живописи Якутии, это Спиридонов Юрий Васильевич. Он ну, воплощает образ человека, который именно воспитан вот ну, в тундре, да, выросший. И там в образе сопоставлены друг с другом человек и мир. Ну, то есть давайте я покажу наглядно. Юрий Покажите. Спиридонов, видите, сколько много Мгм. воздуха, да, Арктика. «Хозяин Монских гор» называется, да, она тоже оживает, очень интересно. Спиридонов художник. Так, и что хотела сказать, да, давайте расскажу вам о Старостине, Михаил Гаврилович Старостин, да, это человек, который вот увидит красоту в цвете, в колорите, да, он художник, очень остро видящий вот, тонкие переливы цвета. Его композиции весьма неординарные. Видите, да? Действительно. Неординарная очень композиция. Да, привлекают остротой и пластической свободой выражения. Вот, приходите в наш музей, полюбуйтесь. Музей открыт для посетителей. С 16 числа уже постоянная экспозиция работает. Задавайте вопросы еще, пожалуйста. Вот, а теперь я, как обещала, Мария Павловна, да, я хочу показать вас нашим подписчикам абсолютно с другой стороны. Вы готовы? Да, Как часто вы рисуете, Мария Павловна? я Вы у рисую нас раз, молодой художник. Да? да, я раз в неделю вот рисую, но, конечно, это мало, потому что а, много времени уходит на то, что, ну, работа, да, домашний какой-то быт, да, ребенок. Но вот что я хочу сказать, что, да, каждый день нужно рисовать. Ну, у меня, например, получается раз в неделю рисовать, и я даже этому счастлива. Здорово. Скажите, а чьи работы как живописцев вас вдохновляют? Ну, лично меня работы вдохновляют живописца Носова, потому что он этнограф, он не просто вот художник, он изучал культуру своего родного народа, да, и действительно это меня вдохновляет тем, что нужно все-таки уважать то место, в котором ты родился, как-то продвигать вот культуру, да, действительно очень интересно.
Скажите, Мария Павловна, а какие темы вам ближе всего и вам особенно нравится использовать их в своем творчестве? Ну, я базируюсь вообще как художник, график из Русского Устья. То есть это моя малая родина, я оттуда родом, Русское Устье, Алафьевский район. И я считаю обязательным изображение именно Русского Устья, да, я создавала гравюрные работы на тему Русского Устья, да, о том, какова история, да, первопроходцев, основателей этого села. И вот именно эта тема мне близка по духу, она, ну, родна для меня. Спасибо. На прошлой встрече вы нам рассказывали, что вы начали рисовать примерно где-то с 5 лет. А вы помните свой первый рисунок? О чем он был? Так, с 5 лет, да, я рисовала, и самый первый рисунок у меня был это цветы, то, что я видела вокруг, потому что я выросла в тундре, все-таки ребенок, да, севера. И ну, у меня не было красок в тот момент, и мне мама просто рассказывала, что я нарисовала. Я взяла уголек из печи, и этим угольком рисовала там на стене избушки, ну, домика, да, в котором мы жили на природе, и нарисовала цветы, и возле них точки, много точек. И мама подошла и ко мне спрашивает: доча, а что это за точки? Ну, цветы это понятно, вот точки это может быть насекомые летают. Я сказала: нет, это я рисую запах. Вот Как так вот. интересно. И вот я так думаю, что может быть такое, что это он первый ваш рисунок, и реакция на него значимых для вас людей, близких вам людей, определили вашу будущую профессию. Да, Тогда да, вот, это когда вы это рисовали. Да, это так. Я всю жизнь мечтала стать художником, вот честно. Я даже видела себя только именно художником, любящим искусство. И действительно, я полюбила искусство всем сердцем, всей душой. И это своеобразный такой отдельный мир, в который ты погружаешься, и вот ты создаешь этот мир сама. Ну, вообще художник сам создает свой мир индивидуальный, где всегда интересно находиться. И когда вот пишешь картину, погружаешься в некий транс, в котором вот как будто бы время останавливается. Спасибо. И скажите, а вот объясните нам, пожалуйста, да, сколько примерно времени должно уйти на нарисование картины, описание, чтобы нарисовать картину? Ну, по-разному, да. Например, от 1 часа до нескольких месяцев, да. То есть это если делать за минуту или две рисунок, то это будет просто эскиз, набросок, это не картина, да. Если за один Мгм. час, то да, можно маслом, вот я писала этюды, тоже они считаются как картина, да, можно сказать. И да, например, тоже работу маслом можно выполнить за несколько месяцев. Это смотря какая техника. Ну, и вдохновение тоже нужно поймать все-таки. Но обычно, как говорят, аппетит приходит во время еды, и когда ты уже пишешь, ты вдохновляешься, и ну, оно само приходит к тебе тоже. Такое бывает. Понятно. А вот, Мария Павловна, скажите, вот так как мы делаем прямой эфир в рамках программы летнего чтения для детей «Солнце, каникулы, книги», я не могу не поинтересоваться, какую последнюю книгу вы прочитали или читаете сейчас? Так, ну, давайте я вам покажу. У меня как раз она с собой. Я читаю вот эту старенькую книжку «Сказки народов Севера». Наверное, многие ее узнают. Это книжка с детства. Я ее сейчас читаю своей дочке и сама увлекаюсь этой книгой, потому что я ее вижу не только как читатель, да, просто который прочитывает и погружается в те миры, но тоже как художник. То есть мне интересно, как же ее сделали, какие иллюстрации, в какой технике они были.
Вот очень интересно постановка композиции, вот всех иллюстраций, которые в ней есть. И с удовольствием взахлеб ее читаю, и моя дочка тоже с интересом слушает, и я погружаюсь в мир своего собственного детства. Мгм. Спасибо. И, а ваша любимая детская книга? Вот Вот это ваша да, любимая. вот Да, это вот это, да. То есть это через поколение, получается, вы своей дочке также передаете любовь к родному любимому краю и показываете ей красоту художественного слова, иллюстрации великолепные, которые художник использовал в данной книге. Мария Павловна, благодарю вас за интересную беседу и в завершение нашего прямого эфира. Какие бы вы пожелания хотели сказать нашим подписчикам, зрителям? Мы, сотрудники музея, с радостью встретим всех в Национальном художественном музее Кирова 9 и познакомим с искусством. Но я хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья, да, всем и безграничного интереса к искусству Якутии, потому что это уникальный мир своеобразный. Спасибо большое за внимание. На этом мы завершаем наш эфир. Большое спасибо, Мария Павловна. Спасибо нашим подписчикам, что слушали нас. Берегите нас, своих близких. И следующий эфир выйдет у нас 23 июля. До новых встреч. До свидания.